Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок обучения грамоте по разделу «Традиции и фольклор». Тема урока – звук «ц» и буква «ц» заглавная, «ц» строчная, написание строчной «ц». Сегодня на уроке познакомитесь со звуком «ц» и буквой «ц», будете читать слоги и слова с изучаемой буквой, будете писать элементы букв прописные, строчные буквы и их соединения, научитесь определять позицию звука в словах. Итак, внимание на экран. Ребята, кто это? Верно, это малышка. Как вы думаете, что она хочет сказать нам? А чтобы узнать об этом, поднесите палец к рту и произнесите два звука «т» и «с», только ускоренно, и получите правильно новый звук «ц». Теперь внимание на экран. Внимательно рассматриваем картинку, называем слова, в которых слышится звук «ц». Итак, слова «царь», «цирк», «цапля», «цветы», «цыпленок», «цыганка», «циркуль». Верно. В начале каждого слова слышим какой звук? Звук «ц». Звук «ц» произносится коротко и встречает преграду. Значит, это какой звук? Правильно, это согласный звук. Звук «ц» глухой или звонкий? Верно, звук «ц» глухой и всегда обозначает твердый согласный звук. Но звук «ц» встречается не только в начале слова, и в этом мы убедимся, выполнив следующее упражнение, где определим место звука в слове и составим схему слов. Нам даны три слова: цапля, птица, перец. Давайте разберем. Первое слово – цапля. В слове «цапля» два слога – ца-пля. Позиция звука «ц» в начале, ударение падает на первый слог – цапля. «Ц» согласный, глухой, твердый, закрасим синим квадратом. А гласный, ударный, закрасим красным квадратиком. П согласный, глухой, твердый, закрасим синим квадратиком. Л согласный, звонкий, мягкий, закрасим зеленым квадратиком. Я гласный, закрасим красным квадратиком. Разберем второе слово – птица. В слове «птица» два слога – птица. Ударный слог первый – птица. Позиция звука в середине слова – п согласный, глухой, твердый, закрашиваем синим. Т согласный, глухой, мягкий, закрасим зеленым цветом. И гласный, ударный, закрасим красным. Ц согласный, глухой, твердый, синим цветом. И последнее А гласный, безударный, красный квадратик. Итак, у нас остается третье слово, слово «перец». В слове «перец» два слога – перец. Ударение падает на первый слог. Перец. Позиция звука в слове в конце. П согласный, глухой, мягкий. Закрашиваем правильно зеленым цветом. Следующий Е гласный, ударный. Закрасим красным. Р согласный, звонкий, мягкий. Закрасим зеленым.
Е гласный, безударный. Закрасим красным. И последнее. Ц согласный, глухой, твердый. Закрасим синим. Итак, мы разобрали слова по звуковому составу. Итак, внимание, это буквенный знак звука Ц. Буква Ц. Цветы растит, без цветов она грустит. Весь цветник благоухает, в нем цветочки расцветают. А теперь почитаем слоги с изучаемой буквой. Ца, цо, це, цу, ці. Теперь обратный слог. Ац, оц, эц, уц, иц. Хорошо. Запомните правило. Буква Ц обозначает твердый согласный звук. Ребята, я знаю, что вы любите отгадывать загадки. Правда? Тогда внимательно слушайте. Весь я золотистый, мягкий и пушистый. Я у курицы ребенок, а зовут меня правильно, цыпленок. А хотите увидеть, как цыпленок появляется на свет и как подрастает? Сначала цыпленок растет в яйце, затем он выходит из него, и дальше он ест и растет. Посмотрите, какой он милый. Дальше. Теперь, ребята, давайте подготовим руки к письму. У нас пальчиковое упражнение. Следующее. Откройте пропись на странице 35, упражнение первое. Пропишите элементы буквы С строчную по образцу. Пропишите слоги ца, цо, цу, ти, ци, те по образцу. Списываем предложение прописными буквами. Птенец растет в яйце. Итак, ребята, давайте подытожим наш урок. Сегодня на уроке вы научились узнавать образ новой буквы С, читать и писать слоги, слова с изучаемой буквой. Научились писать элементы букв, прописные строчные буквы и их соединения. У вас все получилось. Вы большие молодцы. Спасибо за участие и внимание. До свидания.